куда вот микрофон. Добрый день, все участники мероприятия. Южный федеральный округ, город Ростов-на-Дону, адвокат Махмудов Владислав Леонидович. С прошлого года у нас в Ростове запустился проект «Адвокатура в школе» вместе с Министерством образования Ростовской области. И я второй год уже принимаю в этом участие. Созданы презентации, и в некоторых школах у нас тоже большая группа адвокатов проводит в том числе вот подобную разъяснительную работу. Я считаю, информационное, массированное разъяснение для подростков – это очень важный фактор. И поверьте, вот вначале дети неинтересно слушали, смартфоны сидели, смотрели. Но я начал это немножко вытягивать на себя, задавать вопросы. Тоже входили вот в дискуссию, им это понравилось, стали вопросы задавать. И действительно, я им говорю, вы, если снимаете ролики, не надо издевательства, наоборот, что-то позитивное покажите. Цветок, пусть это будет какие-то виды природы, и ставьте лайки, вот это будет позитив. И этим можно информационно противостоять вот подобным тенденциям. И это поощрять надо. Создавать, может быть, фотовыставки, пусть даже это со смартфонов будет, фотографии. Это отлично, чтобы вот было противодействие именно в позитивном ключе. Поэтому я считаю, это правильное направление. Спасибо. Дай Бог, чтобы везде это было на слух. И у нас коллега из Якутии как раз уже не микро, а макро практически. Он тоже хочет... Вас снимают, вы проверьте тогда, да? Снимает. Снимают, все. У меня вопрос. Все-таки вот у нас в секции новые информационные угрозы. Мы поняли, что самая главная угроза на сегодняшний день это штурм, у которой матерится, так? Потом это самые всякие деструктивные группы детей, которые призывают к самоубийству. И вот молодой человек сделал прекрасную презентацию, где вот, может, у меня зрение плохое, мне там на первом слайде мужик в папахе, на втором слайде там люди в поклоне, короче, вот на третьем слайде там так далее. То есть, ну, и как-то вот впервые на итоговом форуме, да, и вот начиная с пленарки, где вот показали карту, где вот огоньки протеста против мусорной реформы. Сегодня был на секции по модерации, тоже там насчет конфликтности, а здесь вообще тут какая-то война, да. Поэтому все-таки я хотел бы сказать, ну, у меня ощущение, что это какой-то межпоколенческий разрыв. Я тоже вот сам понимаю, вот у меня сыну 15 лет, я его не понимаю. Музыку, которую он слушает, я тоже не понимаю, да. Танцы, которые он танцует, мне уже невозможно, то есть, ну, по возрасту. А я вот вспоминаю себя в детстве, то есть мы тогда вот 80-е годы, там «Голос Америки» и так далее, джинсы, Кока-Кола, диско, которое тоже было подрывной музыкой в свое время. Да. И хорошо получилось в 91-м году в результате, как вы считаете? Ну, тут, понимаете, просто мы тут с историком спорили уже, да, все-таки исторический процесс пошел таким образом, что социализм оказался невосприимчив к кризису. Слушайте, но это не история, это не процесс. Разрушили страну. В частности, из-за того, что... Нет, 18 миллионов коммунистов никто против не сказал. Вот. Вообще-то, референдум об СССР сказал, что... Да, а потом никто против не сказал. Коллеги, Вот так и работает информационные войны. Еще хочу, чтобы высказался Константин Комков, заместитель председателя комиссии нашей по СМИ, известный очень общественный деятель нашей страны. И что-то... В русских кругах, да. Коллеги, на мой взгляд, честно говоря, маленькие две технические угрозы для того, чтобы разобраться в новых угрозах. Это, честно говоря, на мой взгляд, мы очень много времени используем для самопрезентации сегодня.